Главная цель круглого стола – переход от рекомендательных мер к обязательным государственным стандартам доступности при реализации инфраструктурных и туристических проектов. Обсуждался вопрос формирования единой государственной политики в сфере обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения. Актуальность темы была подчеркнута автором и руководителем проекта «Доступная страна души» Русланой Гиргидава во время представления проекта президенту Бадри Гунба и первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко. Наша ассоциация попросила у президента Республики Абхазия и у Российской Федерации оказать содействие в решении вопросов нормативно-правовой базы. Следовательно, в рамках просьбы, которую инициировала наша ассоциация, мы с вами сегодня и собрались для того, чтобы от общественной инициативы перейти к межведомственному взаимодействию. Главные темы круглого стола – новый путь развития инклюзивного туризма, обязательное соблюдение норм доступности для маломобильных граждан, межведомственный механизм реализации доступной среды. На круглый стол от Ассоциации инклюзивного туризма были приглашены представители разных сфер. Например, в Минтуризма уже разрабатывается проект классификации средств размещения, где будут учтены наличие доступной среды на всех объектах размещения. Сейчас этот проект находится в разработке, но этот пункт будет обязательным, и он будет внесен в классификацию. Также разрабатывается концепция развития туризма, в которую с помощью Ассоциации инклюзивного туризма Руслан и ее команды мы также планируем внести, так как они являются профессионалами и более узко изучают эту тематику, с их помощью внести какие-то определенные нормативы, быть может, какие-то идеи или, может, какое-то развитие территории в концепции развития туризма в перспективе на ближайшие 5 лет. В Абхазии насчитывается 8700 людей с инвалидностью, и для организации их удобного перемещения не хватает средств и ресурсов. Недавно заработавшее социальное такси частично решает проблему. У нас есть действительно много проектов, которые мы совместно осуществляем. Один из таких проектов – это вот социальное такси, социальный транспорт, который был осуществлен совместно с командой Абхазии, и вот правительство Нижегородской области предоставило нам 3 автомобиля, которые позволяют нам внедрить эту услугу. Министерство мы взяли на баланс эти машины, соответственно, сейчас уже услуга работает, как вы можете, это вот этим транспортом вы были сегодня доставлены, да. Исходя из этого, вот именно в таком ключе видим взаимодействие, но в целом министерство все-таки вырабатывает больше политику, социальную политику и основой, скажем так, законодательной базы, которая позволит, на базе которой можно уже внедрять непосредственно проекты и осуществлять проекты посредством таких инициатив и общественных организаций в целом. Что касается самого законодательства, в котором мы практически только год как его ввели в работу, это градостроительный кодекс, он базовый закон. В этом базовом законе практически максимально учтены те необходимые вещи, которые в том числе и о том, чем мы сегодня говорим, об этой нашей проблеме, оно тоже там учтено. Что касается самих стандартов, также вот великолепные условия архитектуры, которые умеют это писать, умеют специалисты, которые с управления строительства тоже могут великолепно написать и предоставить ее для ее реализации. Ход самой реализации тоже, я уверен, что сегодня в строительстве общественных мест просвещения участвует сам бизнес, да, и он с удовольствием откликнется на то, чтобы создать такие условия. Участниками круглого стола был принят проект резолюции об обязательных стандартах доступной среды в инфраструктурном и туристическом развитии. В нем говорится о систематизации и модернизации законодательства Абхазии в указанной сфере, также формировании единых требований к архитектурной, транспортной, туристической и цифровой доступности. Помимо этого, в проекте говорится об использовании нормативного опыта России как наиболее применимого в условиях Абхазии. Должна отметить тот факт, что когда к нам сейчас поступают проекты на экспертизу, потому что в соответствии с кодексом все объекты общественного назначения должны проходить, проекты этих объектов должны проходить экспертизу, администрация городов этот пункт
из архитектурно-планировочного задания просто вычеркивают. Когда ты видишь проект, в котором не включены эти требования, не включены в те же самые средства размещения туристов, не включены помещения и номера для маломобильных групп населения, ты задаешься вопросом, почему же вы не включили? А когда ты открываешь требования, которые им выдала администрация города, видишь, что этот пункт там просто вычеркнут. Поэтому хочется, пользуясь возможностью, сейчас хочу обратиться ко всем руководителям отделов архитектуры о том, что этот пункт вычеркивать категорически нельзя. Это нарушение закона Градостроительного кодекса Республики Абхазия. Сформулированные участниками круглого стола предложения представители Ассоциации инклюзивного туризма направят в администрацию президента Республики Абхазия. Нала Чхинджерия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.